столице республики прошла экологическая акция «Чистый Магаз». В Центральном парке имени Полиничка были высажены ивы, березы и липа. К посадке саженцев присоединился глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, премьер Владимир Сластенин, общественники и жители города. Репортаж Светланы Томовой. Прекрасная весенняя погода благоволит привести столицу республики в порядок и высадить дополнительные саженцы, чтобы они могли радовать глаз гостей и жителей Магаса. Лейла Цейтова пришла сюда в парк имени Полиничка вместе с колясочниками, которые изъявили желание внести свою лепту в облагораживание города. Недолго думая, собравшиеся приступают к высадке деревьев. Давай воду сюда. Воду давай за пол-ведра. Будем соблюдать технологии. С большим удовольствием откликаются люди и приходят на такое мероприятие, радуясь тому, что можно посадить хотя бы одно дерево. Как говорится, высадить дерево, построить дом и вырастить сына, это ведь как задача для каждого считается важной. За сегодняшний день в столице республики высадят 500 саженцев. Это ива, липа и береза. Приживаться деревья начнут через год, а до тех пор за ними нужен уход и забота. Хава Калоева отмечает, что ее костыли вовсе не помеха, если есть желание внести свой вклад в богоугодное дело. Как говорят, лес, деревья – это наши легкие. Да? И вот я тоже перчатка уже подготовилась. Хоть на меня посмотрят с костылями, что она тут делает, но деревья посадить могу. Это очень хорошая акция, я должна сказать. Зелень, глаз радует. В экологическом мероприятии принял участие глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он пообщался с участниками акции и отметил, что такие субботники необходимо проводить как можно чаще. И ухаживать за столицей республики обязан каждый из нас. Надо ежедневно заниматься благоустройством каждой своей улицы, каждого участка земли. Ежедневно, если мы будем относиться вот к своему городу, к своей улице, потому что понимаешь, наха, бирыш. Я всегда говорю, гости поедут. Они же сестры, мать, они же с детьми выходят, им надо куда-то выйти. Какая почва и как приживаются деревья? Всем этим интересуется глава. Махмуд-Али Калиматов приступил к посадке деревьев. Сегодня он сажает липу. Немало нареканий оказалось у главы к архитектурному решению по возведению парка. По словам Махмуд-Али Калиматова, безопасность детей должна быть превыше всего. Вот ребенок руку сюда засунет и сломает ее. И ногу сломает. Я не знаю, это еще ладно, но Ера же, нельзя было, что ли? Слушай, вообще на это внимание не обращай. Я заметил. Бирыш, медведь. Здесь же будут бегать дети, не ты же будешь бегать. Ты-то аккуратно обойдешь с ним вместе и пойдешь дальше. Озеленять, как выяснилось, будут не только парк, но и некоторые дворы в столице, а также прибрежную зону. Высадка деревьев, кустарников и создание клумб в Магасе – дело традиционное, ежегодное. И от субботников, кстати, никак не зависит. Субботник удался удачно. Сегодня мы уже посадили 300 деревьев. Всего рассчитано было на 500 штук. Ну, я думаю, через некоторое время уже все 500 штук посадим. До конца апреля будем по мере возможности сажать, и где возможно сажать деревья и озеленять город. В акции «Чистый Магаз» приняли участие и телевизионщики. Вооружившись вениками, лопатами и хорошим настроением, сотрудники НТРК провели уборку во дворе телекомпании. Погожие весенние дни, позитивный настрой и труд на свежем воздухе на время отвлекает от работы в стенах здания, отмечают корреспонденты. Очень приятно, что вот в этот вот субботник на улице такая теплая погода, и мы всем коллективом вышли, как раз-таки облагораживаем нашу территорию, потому что мы все время работаем в офисе, все время в разъездах и как-то сидим на месте, и я бы сказала, что этот субботник даже помогает как-то физически. Тем более, как бы сама уборка, она всегда помогает психологически и даже, если честно, помогает немного расслабиться. Для меня это первый субботник с коллективом, и, как мы все знаем, необходимо весь мир содержать в чистоте. И если мы не сможем
очистить весь мир, хотя бы нужно очистить нашу рабочую территорию. Акция «Чистый Магаз» подошла к концу ближе к полудню. Созерцая результат своего труда, его участники получили буквально эстетическое удовольствие. И хочется надеяться, что не только они. Возможно, чистые и свежие улицы сподвигнут и жителей ближайших домов выйти в следующие выходные уже на общегородской субботник. Светлана Томова, Майрбек Мержоев. Новости 24.